Партийный десант «Единой России» на этот раз проверяет ход капитального ремонта столичного лицея детского сада. Начали здесь работать несколько месяцев назад. Двери уже демонтировали. Сейчас идет обновление штукатурки, электропроводки. Скоро начнут разбирать старые полы. Одной из проблемных зон был подвал, который во время дождей заливало водой. Вот здесь видно прямо какая у нас была сырость. Даже вот оттуда обратный ток воды шел, вот это все полностью у нас заливалось вот до сюда. Да, неоднократно, каждые дожди у нас заливалась вот до сюда, становилась вода. А сейчас вы дренаж делаете? Сейчас они нам... Мы сейчас дренаж делаем, вода вот же геогол, чтобы от здания, чтобы отвести воду. Обязательно. И все, всю у нас систему меняем, вот трубы, шахут, геогол. Конечно, обязательно. Другая проблемная часть здания – это крыша. Из-за ее неисправности часто вода топила помещения. Страдали в основном учебные классы 4-го этажа. Туда также заглянули с проверкой. Вода с крыши текла? Да. Нет, здесь будет класс, ламинат будет. Класс ламинат, а в коридорах везде меняем плитку. Всего в лицее более 60 учебных классов, кабинеты детского психолога, социального педагога и медпункт. Ребята здесь обучаются в 2 смены. Из 2256 учеников 47 с ограниченными возможностями здоровья. Преобразования ожидаются в столовой и в актовом зале лицея. На сегодня там провели полный демонтаж. Здесь большой актовый зал на 600 мест. Один из самых больших актовых залов среди школ. А светильники остаются или вы? Нет, меняется все. Меняется. Вот сейчас в коридорах посмотрим, такие же будут светильники везде здесь. Да, конечно, убираем. Вот видите, новую слаботочку провели, пожарка, новая. Старая будет демонтироваться. Капремонт также коснется и фасада здания. На сегодня частично уже нанесли слой новой штукатурки и покрасили в белый цвет. Практически завершили замену кровли лицея, а фундамент облицевали диким камнем. Очень серьезное внимание глава республики уделяет этому процессу, вообще системе образования и в первую очередь строительство новых школ. Мы знаем, сколько у нас строится школ в республике, и капитальный ремонт существующих школ. Поэтому эта программа проходит по линии партии «Единой России». И подрядчик по тому наблюдению, что мы здесь визуально увидели, очень качественно ведет эту работу. Я думаю, те сроки, которые были поставлены 25 августа, чтобы было готово, они уже к середине августа нас заверили, что здесь все будет готово. И я прошел здесь по всем помещениям, и подвальном помещении, где были проблемы, везде охвачено идет. И не только строительная часть, но и вся коммуникация и электрическая часть. Полностью охвачен ремонт. Лицей принимает детей с 2012 года. За 12 лет здание обновляли только поверхностно. Капитальный ремонт проводится в рамках реализации федерального партийного проекта «Новая школа». Заказчик Минстрой Ингушетии, подрядчик фирма «Стройкомфорт». Всего на капремонт объекта выделено около 120 миллионов рублей. Тянуть с завершением работ здесь не планируют. Муслим Ганиев, Алисхан Гаварожев, Магаз 24.